Сообщается, что запланированные на следующую неделю визиты губернатора Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая Эркина Туньяза в европейские столицы Брюссель и Париж были отложены. По сообщению South China Morning Post, представительство Китая при ЕС объявило, что информационная встреча Туньяза с представителями СМИ в Брюсселе, столице Бельгии, отложена из-за проблем в календаре визитов. С другой стороны, американский новостной сайт Politico сообщил, что еще одна встреча, запланированная с той же целью в Париже, столице Франции, была отменена в связи с важной внутренней повесткой дня в Китае. Запланированный визит губернатора Восточного Туркестана вызвал реакцию депутатов и правозащитников в Англии. В Сенате Италии состоялась пресс-конференция, посвященная анонсу книги «Китайская ловушка свободы», изданной на итальянском языке. Книга «Китайская ловушка свободы», написанная Далкуном Исой, президентом Всемирного уйгурского конгресса, была опубликована на английском языке в Индии в 2022 году. Вскоре после этого были опубликованы версии книги на хинди, бангладешском и арабском языках. Итальянская версия этой книги была недавно опубликована в Италии. Американские военные объявили, что были обнаружены важные электронные части сбитого китайского шпионского аэростата. В заявлении Северного командования США по этому поводу сообщалось, что команды собрали в этом районе значительное количество мусора, в том числе датчики и электронные детали. Китайский воздушный шар, который Пекин отрицал как принадлежащее правительству шпионское оборудование, летал над США и Канадой в течение недели, прежде чем президент США Джо Байден приказал сбить его. Уйгуры, проживающие в Канаде, организовали акцию экстренной поддержки и протянули руку помощи пострадавшим в Турции. Канадская уйгурская мечеть и Канадская федерация Восточного Туркестана совместно мобилизовали уйгуров, проживающих в Канаде, и собрали финансовую помощь в течение недели. Народ Восточного Туркестана, как религиозные братья и кровные родственники с народом Турции, протягивает руку помощи своим братьям и сестрам, будь то уйгуры, живущие в Турции или за границей, независимо от их статуса нахождения за границей. Представитель Министерства торговли заявил 14 февраля, что Пекин категорически против действий США по включению 6 китайских компаний в список экспортного контроля. Соединенные Штаты включили эти китайские организации в свой список экспортного контроля за якобы поддержку китайских авиационных программ, таких как военные дирижабли. Ники Хейли, бывший постоянный представитель США при ООН, объявила, что баллотируется на президентских выборах 2024 года. Республиканский политик из Южной Каролины Ники Хейли записала видео, которым она поделилась на своем веб-сайте в социальных сетях. В Китае совершается геноцид, в Иране людей убивают за то, что они бросили вызов правительству. Указав, что Китай и Россия добиваются прогресса, Хейли раскритиковала демократов, которых она назвала левыми социалистами во внутренней политике.